Всем привет! И с вами адвокат Таир Насханов. Сегодня мы поговорим о том, как вести себя при обыске. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал. Есть такое следственное действие, предусмотренное УПК, как обыск. Обычно его проводят одновременно по нескольким адресам, как по месту расположения офиса, так и по месту жительства директора, бухгалтера и ключевых менеджеров. Как человек, который сам проводил обыски в качестве следователя, так и участвующий в них как адвокат, могу сказать, что чем лучше подготовка к обыску, тем лучше. Это касается и следователя, и лица, у которого этот обыск проводят. Перед обыском под окнами офиса или квартиры будут стоять опера, поэтому не надо рассчитывать, что можно выкинуть что-то, и это что-то не будет обнаружено. Как правило, силовики приходят подготовленные с санкцией следственного суда. Но иногда бывают и осечки. Например, в постановлении о производстве обыска может стоять неточный адрес. Лучше, если по месту обыска будет стоять скрытая камера видеонаблюдения. Это надо для того, чтобы потом сообщить о незаконности действий правоохранителей. Требуйте, чтобы понятые были не те, которые пришли с ними, а лучше соседи. Да, неприятно, стыдно, но так вы будете уверены в том, что у вас будут очевидцы неправомерных действий правоохранителей. Не допускайте того, чтобы опера рассыпались по комнатам. Лучше, чтобы все кабинеты, комнаты были закрытыми, а ключи от дверей были у вас. Открывайте их по очереди, и чтобы все участники обыска были в одном месте. Не сидите рядом со следователем, который заполняет протокол, а находитесь рядом с теми, кто производит обыск. Не допускайте того, чтобы правоохранители уединялись с кем-то из ваших сотрудников и проводили с ними доверительные беседы. Это незаконно. По УПК никаких опросов, бесед не предусмотрено. Раз идет обыск, значит есть уголовное дело, и любые общения с силовиками должны документироваться. Также нельзя допускать, чтобы всех сотрудников компании загнали в один кабинет, а правоохранители разгуливали по офису или квартире. Как только к вам позвонили, постучали в дверь и сообщили, что с обыском, звоните к адвокату. Пока он будет ехать к вам, начните разговаривать с правоохранителями через дверь. Спросите у них, из какого они подразделения, фамилии, звания, по какому уголовному делу. Затем, это обязательно, сообщите им, что вы беспокоитесь, а не бандиты ли они, и будете звонить в дежурную часть подразделения, откуда они приехали. Они будут ждать. Это даст вам время, чтобы собраться с мыслями, сделать нужные звонки и распоряжения на случай вашего задержания, так как обычно после обыска происходит задержание. И к тому времени, когда у вас уже начнут ломать дверь, приедет адвокат, которого они обязаны будут допустить к обыску, так как при наличии у него уведомления о вашей защите, при его недопуске к данному следственному действию, можно это расценить как нарушение права на защиту, обжаловать результат обыска. Если все же обыск начался без адвоката, пригласите всех в один кабинет, возьмите ручку, лист бумаги и начните записывать лиц, которые прибыли. Фиксируйте также ход обыска. Так вы возьмете инициативу в свои руки. Но имейте в виду, что задача следака – это сломить вашу волю и подавить ваших сотрудников. В этом случае он, увидев, кто лидер, будет всячески дискредитировать его. Поэтому удар прикладом по лицу, приказ лечь на пол и тому подобные действия на глазах подчиненных делается с этой задачей. Отнеситесь к этому спокойно, так как это тоже повод в дальнейшем для жалоб. Лично я в своей работе во время обыска стараюсь работать с юристом предприятия. Прежде всего, это облегчает работу адвоката. Коллектив знает его, а он знает, у кого какой функционал. Поэтому я делегирую часть вопросов, например, контроль за правоохранителями во время обыска, а сам работаю непосредственно со следаком, если он вздумает кого-то допрашивать во время обыска из сотрудников. Нельзя входить с правоохранителями в решалово. Во-первых, вас могут подставить, чтобы закрепить результат обыска. А во-вторых, сейчас нет вертикали принятия решений. К настоящему времени все эти разводы похожи на мошенничество. Люди берут деньги, но не выполняют принятых обязательств. Предприниматель может отдать деньги сейчас, но не факт, что все этим закончится.
Поэтому задача адвоката, чтобы клиент не стал уходить в зыбучие пески непонятных договоренностей. Потому что если не получится, а скорее всего так и будет, то виноватым в отрицательном результате всегда будет адвокат. На этом пока все. Если есть у вас вопросы по уголовным делам, специалисты адвокатской конторы Насханов и партнеры помогут вам. С вами был адвокат Таир Насханов. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал.